Дорогие друзья, здравствуйте! Вас приветствует магазин «Ночная охота». И сегодня мы разберем тепловизоры, которые вы видите перед собой. Будем сравнивать эти тепловизоры на улице, будем снимать лошадь, собаку и кролика на разных дистанциях, что даст вам понимание, как показывает той или иной тепловизор. В основном при выборе тепловизора мы должны обратить внимание на матрицу. Это самая основная характеристика тепловизора. Она делится у нас на три типа: 256, 380 и 640 матрица. Объясняя простыми словами, матрица — это пиксели, такие маленькие квадратики, из которых состоит картинка. И, соответственно, чем больше количество этих пикселей, тем четче и качественнее будет картинка. Второй основной характеристикой при выборе тепловизора является диаметр линзы объектива. Как видите, на 50-й линзе намного больше изначального увеличения, соответственно, меньше угол обзора, но при этом дальность распознания намного выше, чем у 35-й. И еще одна характеристика, тоже немаловажная, это милликельвины под обозначением МК. МК у нас отвечает за яркость тепловой сигнатуры. И чем меньше у меня значение милликельвина, тем ярче у меня будет тепловой объект отображаться на моем тепловизоре. Ну и также сравним данные тепловизоры непосредственно в полевых условиях и посмотрим, как они показывают. Поехали! Итак, дорогие друзья, вышли мы на улицу. Сейчас посмотрим, насколько хорошо показывают тепловизоры на разных дистанциях. На 100, на 200, если получится на 300 метров. И посмотрим, как наши приборы показывают в полевых условиях. Отошли мы на 100 метров. Также наша лошадь, собака, кролик. И сейчас будем тестировать. В руках держу LM25 Сайтонг. Ну, показывает неплохо. Ну, из-за 256 матрицы кратность у него. Но зайчика видно, лошадку отчетливо видно. И собачку, она лежит, распознать можно. Рика НВ, овод М25. Сейчас параллакс настрою. Вот. Преимущество оводов в том, что, видите, при зуме моя сетка тоже увеличивается, то есть она в первой фокальной плоскости. Аркон SR25 с дальномером. Но у него много милликельвинов. Вот. Объекты очень яркие. И вот, перейдем к самому интересному. LR35, представитель Аркона. Чаще всего охотники берут у нас именно с 35 линзой и 380 матрицей. Так что самый сок видео, наверное, будет сейчас. Меняю палитры. Радуга, белый горячий. Теперь Рика НВ М35 с 380 матрицей. Лошадку видно отчетливо. Тепловая сигнатура кролика есть. И собачку видно. Так, ну и Сайтонг. Вот. Из этих трех прицелов у Сайтонга самая хорошая МК, то есть милликельвины. Так, перейдем к 50-м. Вот, как видите, при 50-й линзе зайчика намного отчетливо видно, да? Ну, его тепловую сигнатуру. Но при этом я жертвую углом обзора. Вот они троем еле как помещаются в 50-ю линзу. И овод М50. Отчетливо все показывает. И также, как я говорил, угол обзора уменьшается сильно. Но при этом увеличивается дальность обнаружения и распознания. И приступаем к 640 матрице. Вот видите разницу обзора? 50-я линза, но в 640 матрице как бы дает мне такое среднее поле зрения. Вот у нас лошадка, собачка, тепло видно. Ну и iRay. Ну, iRay, конечно, картинка шикарная. Есть матричная стабилизация и зум. Посмотрите на этот зум. Также прицел в первой фокальной плоскости. Я увеличиваю, и мой крест также увеличивается. Итак, мы отошли на 200 метров. Посмотрим работу прицельчиков.
Начнем. Опять же Сайтонга LM25. Ну, кстати, он неплох. Получше, чем монокуляры, даже сказал бы. Лошадка, кролик. Все видно. Аркон SR25. Он также все показывает. Немножко подмерз, наверное. Да, в принципе, рабочая дистанция. И больше 200, я думаю, немногие стреляют. Овод М25 без дальномера. Ну, мне тут даже кажется, Аркон Сайтонг получше будет. Ну, как видите, друзья, все на ваших глазах, все картинки, полевые условия. Аркон, Овод и Сайтонг АМ0335. Ну, в Сайтонге я был уверен. Сайтонг показывает себя отлично. Вот длительное лежание на морозе на нем почти никак не сказалось. Надежно себя зарекомендовавший прицел. Хорошо. Переходим к Аркону. Тепловые сигнатуры наблюдаю. И зайца видно отчетливо. Ну, тепло его. 200 метров стрелять просто сказка. И овод. Наш овод. Теперь все отчетливо. Вижу лошадь, тепловая сигнатура зайца и собачка. Теперь перейдем к 50-кам. Аркон LR50. Вот, а 50-ми прицелами уже стрелять на 200 одно удовольствие. Дальность обнаружения увеличивается, но при этом угол обзора не страдает, если издалека стреляем. И также овод с 50-й линзой. Ну да, также все видно, но, конечно, наблюдаем, что оводы немножко подмерзли. Да. Вижу вот эту матричную структуру его. Маленькие квадратики, замечаете? Вот овод, господа. Сайтонг MM0650. Все показывает. И вот, обратите внимание, это важно. Видите, на контрасте все становится белым, потому что небо, в отличие от земли, очень холодное сейчас. Поэтому советую как-то вот так вот искать цели. Также Рико 2. Ну, Рико 2, конечно, комфорт. Но он показывает отлично. Собаку отчетливо видно. Итак, отошли на 300 метров. Посмотрим на Сайтонг. Ну, как будто тоже рабочая дистанция, если использовать автоматический баллистический калькулятор. На всех троих эта функция доступна. Так что взяли с собой только эти прицелы. Теперь снимем Аркон. Вот картинка Аркона. О, лошадка дела сделала. На камеру, на тепловизор это тоже видно. Овод М35. Даже несмотря на эту шторку, овод неплохо себя показывает. Именно по тепловым сигнатурам. Неплохо. Лошадку видно отчетливо. То, что собачка и кролик есть, тоже это видно. Теперь 50-е линзы. Аркон 50. О, картинка хорошая. Нравится. Параллакс даже делать не буду, наверное. Конечно, шторочка немножко подморозилась. Но тепловые сигнатуры все три видны. Также овод 50-ка. 50-й овод у нас подмерз. Не морозостойкий. Прям по картинке это видно. Даже так выстрел совершить возможно. Так, Сайтонг. Ну, 640-я матрица. Поле зрения огромное. Еще раз повторюсь. Включим дальномер, посмотрим. 290. Почти 300 метров отошли. Приближаем. Ну, неплохо. Сайтонги молодцы. Хороший тепловизор делают китайцы. Ну и Рика на 300. Сайрен на 300, да. Все отлично. Картинка четкая. Отчетливо вижу, что собака лежит. Лошадь стоит и кролик. Походу даже ушки видно. Ну, хотите стрелять на 600 метров смело, то ваш выбор Айрей Рико. Определились. Услышали мое мнение. Опять же повторюсь, это сугубо мое мнение. Ваше мнение может различаться от моего. Для этого
зовем вас всех в магазин. То есть можете сами пощупать, посмотреть, выбрать прицел, который нужен именно вам, под ваши задачи и под ваш бюджет. Также работаем в рассрочку. У нас в магазине есть беспроцентная рассрочка на 6 месяцев. Также кредит, если хотим, на срок побольше. И, кстати, запустили мы работу сайта, домен ночнаяохота.ру. Заходите, там все данные прицелы и не только, весь ассортимент магазина представлен на данном сайте. Отправляем доставкой, СД-ком, почтой в другие регионы России. Заходите на сайт, оставляйте заявки, мы с вами свяжемся. Прицелы проходят тест-драйв в Якутии, минус 50 даже охотиться бывает у нас. В общем, заходите на сайт, приходите в магазин, город Якутск, Кирова 18, блок В, 1 этаж. Всегда вас ждем, все расскажем, все покажем. До скорых встреч!